В Алданском детском доме появился памятный знак с посвящением выпускникам, погибшим на войне. Формулировки выдержаны в привычном официальном стиле, но за ними скрывается реальность, где сироты, лишенные поддержки и выбора, идут на фронт ради обещанной квартиры. Жизненно важная гарантия превращена в инструмент давления. Государство, которое обязано защищать сирот, использовало их как расходный материал. По данным, прозвучавшим на местных мероприятиях и в СМИ, 65 выпускников Алданского детдома отправились на войну. Не потому, что мечтали о подвигах, а потому, что им пообещали ускоренное получение жилья. Из них 6 уже погибли, 2 пропали без вести. У этих ребят не было родителей, которые могли бы отговорить или защитить, не было денег, чтобы устроить жизнь мирным способом. Был только цинизм чиновников, превращенный в политику. Спикер парламента Республики Саха Алексей Еремеев предложил законодательно закрепить схему. Сирота может получить положенную ему по закону квартиру не в 23 года, как обычно, а раньше, только если он отправится служить в зону боевых действий. То есть квартира, которая должна быть гарантией жизни, превращается в цену смерти. Эта идея прозвучала публично, с трибуны, без стыда. Как будто государство делает одолжение, а не торгует судьбами своих детей. Кто такой Алексей Еремеев? В 2011 году его осудили за хищение более 20 миллионов рублей, тех самых, что предназначались для программы «Жилья молодым». Он покупал недвижимость на фирму своей жены и раздавал бюджетные деньги своим людям. Потом приговор чудесным образом отменили, и Еремеев вернулся в большую политику, теперь уже с имиджем ответственного лидера. Сейчас Еремеев – лидер законодательного органа региона, человек, который решает, кому и на каких условиях государство готово предоставлять жилье. И вот этот человек сегодня предлагает сиротам достойный путь – умереть ради квартиры. В Алданском детском доме открыли аллею. Пригласили чиновников, депутатов, журналистов, возложили цветы, прозвучали слова про долг, честь, патриотизм, говорили, как будто это не трагедия, а повод для гордости. Как будто сироты сами выбрали войну, а не были вынуждены идти туда, потому что государство не оставило им другой дороги. На самом же деле это надгробная плита, символ того, как власть узаконила обмен. Жизнь сироты на квадратные метры. И когда чиновники читают речи о героизме, они не говорят о главном. Почему у сироты нет другого способа получить то, что ему и так положено по закону? Почему в стране, где миллионы уходят на дворцы и яхты для руководства, сирота должен рисковать жизнью или погибнуть, чтобы заслужить крышу над головой? Когда-нибудь, если у этой страны хватит мужества посмотреть в зеркало, на месте нынешней плиты появится другая надпись. Не о героизме выпускников, а о вине тех, кто довел их до могил. О вине государства, которое предало своих детей, назвав это патриотизмом.